Повышение престижа человека труда – основная задача на 2023 год в рамках объявленного в Якутии Года труда. Так, 1 мая будут вручены денежные премии 50 лучшим передовикам разных сфер деятельности. А в производственном объединении «Якутцемент» уже не первый год действует собственная система премирования сотрудников по результатам работы за год. О ней подробнее расскажет Виолетта Засимова. Лучший по профессии, опора и авторитет, лучший руководитель структурного подразделения и будущее предприятие. Так называются номинации, которые ежегодно присуждаются наиболее отличившимся сотрудникам Якутцемента. Это традиция, которая направлена на мотивацию к труду, существует на заводе с 2016 года. Победителей, как правило, объявляют к концу года. Так, за 2022 год лучшей по профессии стала машинист цементной мельницы Татьяна Воробьева. В ее цеху происходит процесс помола клинкера. Это завершающая стадия при производстве цемента. Татьяна следит за огромной мельницей, обеспечивает ее бесперебойную работу и исправное состояние. Свою номинацию Татьяна называет не иначе, как приятным сюрпризом. На самом деле я просто работала, заменяла мастеров, также работала и на своей должности машинистом. Думаю, что отметила начальник, поэтому... Номинации «Опора и авторитет» удостоился Евгений Макаров, который на протяжении 27 лет работает мастером в электроремонтном цеху. Он и его коллеги по цеху в количестве 28 человек поддерживают работоспособность и исправность электрооборудования на заводе. Работа у меня хорошая, мне нравится. Это, можно сказать, работа – это моя жизнь, это моя семья. Опора и авторитет – это значит, что человек не только хорошо выполняет свою работу, но и при этом обучает начинающих специалистов. За всю свою карьеру Евгений Макаров ввел в профессию до 30 стажеров. Я много работаю с молодыми специалистами, передаю им свой опыт, наработку, то, что у меня есть. От этого улучшается их качество работы. Многие сейчас занимают хорошие должности у нас на предприятии. Оставшиеся 2 номинации распределились следующим образом. Лучшим руководителем структурного подразделения стал начальник автотранспортного отдела Олесь Чубарев. А номинацию «Будущее предприятие» получил помощник машиниста-экскаватора Александр Приданников. Всем отличившимся вручили дипломы и денежные премии от имени завода. Стимулирующая к труду традиция будет продолжена. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.